И снова здравствуйте, дорогие друзья. Наступает новая рабочая неделя. Сегодня понедельник, 24 марта 2025 года в Башкортостане, 10 часов утра. Я рад вас приветствовать в режиме прямого эфира, который идет в нашем YouTube-канале, а также в телеграм-канале «Аспектов». Всех тех, кто смотрит в записи, я также горячо приветствую вас. Тех, кто смотрит в записи, всегда было большинство, да и сейчас, как показывает статистика, все-таки, опять-таки, подавляющее большинство продолжает смотреть именно в записи. Такова статистика. Также статистика показывает, что даже не все наши зрители подписаны на канал, поэтому напомню, призову дополнительно, что нужно подписываться для того, чтобы ничего не пропускать. Ну и таким образом поддерживать работоспособность и даже, может быть, развитие канала. Поэтому лайки ставьте, подписывайтесь, комментируйте. В этом смысле у нас каких-то велосипедов изобретать не приходится. Мы работаем так же, как и все интернет-сообщество, по одним и тем же правилам и лекалам. Доброго утра всем желает Кеплер 452Б. Это ник нашего зрителя, кто написал первый комментарий в чате. Ну, а мы сегодня поговорим по поводу тех событий и новостей, которые произошли в республике, в стране и в мире в последние дни. Кстати говоря, не могу не прочесть комментарий нашего постоянного зрителя Зайнулы, который, правда, пишет его в чате телеграм-канала. Он там в гордом одиночестве, но зато с нами, и это очень приятно. Спасибо вам, Зайнула, что вы не пропускаете и всякий раз присутствуете, скажем так, во время наших встреч. Давайте посмотрим, есть ли у нас утренние новости к этому часу. Они на месте, поэтому послушаем. В Ростовской области ночью отбили массированную атаку украинских беспилотников, заявил глава региона Юрий Слюсарь. По его словам, пострадавших и разрушений на земле нет. В Ростове-на-Дону загорелся торговый центр, после чего огонь перекинулся на кровлю соседней пятиэтажки. Но по данным МЧС, причиной стало короткое замыкание, а не удар беспилотниками. В Саудовской Аравии накануне вечером завершились переговоры американской и украинской делегаций. По словам министра обороны Украины Рустема Умерова, разговор был конструктивным и содержательным. По некоторым оценкам, встреча продлилась около 5 часов, но конкретные итоги не раскрываются. Уже сегодня в Эр-Рияде пройдут переговоры США и России. Британские военные отвергли план премьер-министра Кита Стармера по отправке добровольцев в Украину, пишет «Телеграф». По словам собеседников издания, политик поспешил с разговорами о войсках на земле. Также они добавили, что Британия вряд ли успеет разработать мирный план к 20 апреля, дате, к которой США, по данным Bloomberg, надеются достичь перемирия. Во Владивостоке в результате поджога на парковке сгорели больше 20 автомобилей. По данным прокуратуры, неизвестный злоумышленник поджег одну машину, после чего огонь перекинулся на другие транспортные средства. Погибших и пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества. Зет-певец Апачев извинился за антиукраинские надписи, оставленные им на домах в городе Суджа. Рэпер записал видео после критики местных жителей и вмешательства в Рио губернатора Курской области Александра Хинштейна. Тот заявил, что активист нарушил как минимум 3 административных статьи и пообещал наказать его. Почти 15 миллионов граждан Турции проголосовали за выдвижение мэра Стамбула Имамоглу на досрочных президентских выборах. Праймерис провела оппозиционная республиканская народная партия. В Стамбуле и других городах накануне продолжились протесты против ареста политика. Для разгона манифестантов применили силу.
В Газе в результате удара Израиля убит один из членов руководства Хамас. Представители террористической организации рассказали BBC, что куратор финансовых операций Хамас Бархум погиб при атаке на больницу в Хан-Юнисе. В медучреждение он попал с ранением несколько дней назад. Таковы были новости к этому часу, который подготовил для вас и для всех желающих телеграм-канал «Эхо Новости». Рекомендую к тому, чтобы быть подписанными. И обращу внимание на чат. Доброго утра желает Ильнара, Римма, Марат. А Кеплер спрашивает, слушала ли я трек «Айола». Что вы думаете? Об этом мы сегодня еще поговорим. Я не мог, конечно же, не заметить этот трек, эту песню, этот проект, скажем так. Поэтому давайте постепенно. Понедельник – день тяжелый, пишет Марат. Ну, есть такая поговорка, что ли, есть такое, ну, может быть, неутвержденное правило, но мнение. Так или иначе, несмотря ни на что, работаем, движемся вперед, дорогие друзья. Начнем с новостей не самых радостных, но вполне ожидаемых. Паводок устроил ледяной апокалипсис в Салавате, пишет издание «Медиакор-сеть». Значит, активный ледоход на реке Белой, а это событие вообще последних дней. Мы помним, что в конце прошлой недели происходило в Уфе. Ледяной затор сопровождался нагромождением буквально ледяных глыб на Уфимской набережной. И вроде как не обошлось без ущерба, поскольку лед, скопившийся в одном месте под давлением самого себя, способен на разные, скажем так, действия, на выдавливание, в том числе строительных конструкций. Так вот, если верить медиакор-сети, в Салавате местные жители собрались к общественному пространству, чтобы посмотреть, как медленно поднимающаяся вода постепенно топит прогулочную зону. Местами глыбы, которые несла река по течению, также несли небольшие разрушения. Огромными осколками льда на уже упомянутой набережной в Салавате завалило лестницу. Горожане утверждали чуть позже, что эту лестницу и вовсе снесло в результате вот таких вот ледяных, атак. Пострадал от стихии также низководный мост к лагерю «Спутник». Сперва переправу частично затопило, а ее поверхность устелили выброшенные глыбы. Вскоре лед и вовсе сломал тяжелые металлические ограждения на мосту. Это зрелище также нашло своих зрителей из числа любопытных горожан, которые не боятся даже забираться на льдины ради эффектных кадров. Это описали журналисты медиакор-сети, тем самым, на самом деле, предостерегая людей от того, чтобы взбираться на эти глыбы и на них фотографироваться. Судя по последним данным, вот эти вот пиковые моменты скопления льда, по крайней мере, в той части течения, которая относится к Салавату, к Уфе, это все уже завершено. Возможно, теперь лед где-то ниже по течению скапливается или все-таки двигается. По крайней мере, новых сведений на этот счет пока мы не видим. Кстати говоря, Марат тут пишет по поводу неприемного дня по понедельникам. Не совсем понимаю, что вы имеете в виду. На объекты выезжаем для проверки. МЧС совсем не мониторит прогноз погоды, спрашивает 100 Бавовна. В этом году, конечно, любопытно получилось, в том смысле, что мы с вами обсуждали в самом начале еще марта, а то и в конце февраля, что МЧСники начали заниматься так называемым чернением льда, взрывными работами, что вроде как они готовятся к паводку, чтобы не было этих самых заторов. Но как-то все оно пошло не по плану. То ли бессмысленны все вот эти вот работы перед силами природы, когда все-таки происходит паводок не по плану и резко, то ли эти работы наши доблестные сотрудники МЧС проводили не везде и не вовремя. Здесь уже, как говорится, всякие варианты могут быть. У меня точного ответа на этот вопрос нет. Вчера вот задавали журналисты одного из федеральных изданий соответствующие вопросы. Я тоже предположил, что, возможно, перед силами стихии, когда
процесс таяния и схода снега и льда происходит особенно быстро, все вот эти вот меры предосторожности не помогают, как вариант. Потому что мы знаем, что опять-таки силы стихии зачастую они бывают гораздо более мощными, чем кажется человеку в широком смысле этого слова поначалу. Что вода, что земля, что воздух способны на очень многие вещи, и человек должен понимать, скажем так, глядя на все это происходящее, насколько его силы не равны в попытке приструнить, скажем так, да, и овладеть вот этими силами стихии. Поэтому так или иначе весна продолжается, будьте осторожны. Коммерсант сообщает нам в минувшие выходные о том, как в башкирском региональном отделении Компартии прошли очередные выборы руководителя секретаря Рескома, Республиканского комитета КПРФ. И довольно-таки предсказуемо, ожидаемо во главе Рескома остался Юнир Кутлугужин, который возглавляет КПРФ в Башкортостане вот уже 11 лет, получается, с 2014 года. Значит, секретарем по идеологии переизбрана Лия Хафизова, сохранила свою должность. По юридической работе секретарем, значит, переизбрана Надежда Еркаева, а за организационную работу в реготделении будет отвечать лидер коммунистов в Уфимском горсовете, а также экс-кандидат на пост главы республики Артур Шайнуров. Все секретари, кроме Надежды Еркаевой, вместо которой избран депутат Курултая Ильгам Галин, вошли в бюро Рескома. По большому счету, руководство данной структуры, получается, практически не изменилось. Также избраны делегаты от КПРФ на общероссийский съезд Единой России, чуть было не сказал, ну, оговорка по Фрейду, да. На самом деле, конечно же, на общероссийский съезд самой КПРФ избранные делегаты. Ими стали тот же Артур Шайнуров, а также руководитель фракции КПРФ в Курултае Вадим Старов, также член Центрального комитета партии, депутат Госдумы Александр Ющенко и, собственно, Юнир Кутлугужин. Ну, опять-таки, жду, наверное, ваших комментариев о том, что КПРФ на сегодня – это одна из ячеек де-факто Единой России. Недаром у нас была соответствующая оговорка чуть выше. Называть эту партию оппозиционной нельзя. Да, в ней встречаются отдельные члены, отдельные активисты, кто готов называть вещи своими именами, но в конце концов их выводят из состава этой партии, буквально физически за руки, на них воздействуя. Например, мы на днях обсуждали события, собственно, в Уфе. Да? Видимо, накануне вот этого голосования, когда уже Ющенко тот же приехал в Уфу на мероприятие своей партии, одного из активистов буквально силком оттуда он вытащил, выгнал за шкирку буквально. Мы об этом говорили с вами в конце прошлой недели. Какая уж тут демократия, какая уж тут оппозиционность, как говорится. Так, Ильшат Гумеров пишет в чате: «Здравствуйте, Руслан, что вы можете сказать по Аббасову? Он же бывший чиновник Уфы и был привлечен за коррупцию. Спасибо за ответ». Я не знаю, о ком вы говорите. Я могу предположить, что речь про Аббаса Галямова. Но, как вы видите, фамилия у него не Аббасов, а Галямов. Уточните, пожалуйста. Если вы имеете в виду его, то мы помним историю, связанную с его работой на должности заместителя руководителя администрации, тогда еще Рустема Хамитова, и был там определенный скандал, связанный с выборами и коррупцией. Ну, в общем-то, и что? Дела давно минувших дней, как говорится. А если говорить о прошлом некоторых деятелей, то там много чего любопытного можно найти. Но, опять же, важно на сегодняшний день то, какую позицию люди занимают сейчас. И мы уже с вами неоднократно говорили о том, что есть, конечно же, вопросы к некоторым личностям. Некоторые из них сами признают, скажем так, свою вину в том, что они делали еще недавно на высоких республиканских должностях.
Но важно, что они делают сейчас, к чему призывают и за что топят. Уж простите за данный термин. Так, Хабиров очень странный, можно же хотя бы немного выразить озадаченность по поводу паводка, пишет Кеплер. Ну, надо сказать, действительно, каких-то от него высказываний мы не увидели, хотя он был активен в последние дни в своих социальных сетях, выкладывал ролики, как он едет по Башкортостану, там в Мейкинский район, за рулем автомобиля буквально, публиковал видео своей супруги, которая исполнила композицию на Курае, надо отдать должное, да, постаралась. И, судя по всему, это видео было записано к дню рождения Ради Хабирова, которое отмечалось на прошлой неделе. Вот. А по проблемам паводка действительно пока ничего. Но оперативное совещание, вероятно, сегодня состоится, вот-вот начнется, и там об этом поговорят. Посмотрим. Так, дальше. Тот же «Коммерсант» пишет вот о чем. Суд в Уфе заочно арестовал уроженку Уфы за распространение фейков о вооруженных силах Российской Федерации. Нет да нет, время от времени мы с вами такие новости видим. И не всегда, к сожалению, об этом становится известно более или менее заранее. Зачастую даже фамилии тех людей, о ком идет речь, мы не знаем. Но в данном случае «Коммерсант» пишет, что речь может идти про 28-летнюю девушку по фамилии Кичигина. Заочно, значит, еще раз подчеркиваю, ее арестовали. Судя по всему, она находится где-то в отъезде, скажем так, в безопасном месте. По крайней мере, рассчитываем на это, надеемся. Обвинили ее в 2 эпизодах распространения фейков о российской армии. Это 207-я часть 3 статья Уголовного кодекса. Ей избрали меру пресечения в виде ареста сроком на 1 месяц с момента задержания. Решение вынесено по ходатайству следователя, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Башкортостана. По версии следствия, фигурантка уголовного дела опубликовала фейки в своем телеграм-канале, а также в соцсети Instagram, которая принадлежит компании Мета, которая, в свою очередь, признана в России экстремистской организацией и запрещена. Что конкретно было опубликовано и когда было опубликовано гражданкой Кичигиной в материале «Коммерсанта» не говорится, но и других, к сожалению, сведений на этот счет нет. Таким образом, мы видим, что пусть не часто, но время от времени у нас в республике продолжают, скажем так, появляться дела, связанные вот с этими уже теперь относительно новыми статьями Уголовного кодекса, которые появились после начала так называемой СВО в начале марта 2022 года. Я думаю, что вы прекрасно об этом знаете и сами помните. Так. Двигаемся дальше. Еще одна публикация газеты «Коммерсант» в Башкортостане о том, что в Уфе спроектировали дом башкирской яшмы. Значит, музейно-выставочный центр «Дом башкирской яшмы» планируют открыть в здании Минсельхоза Республики на улице Пушкина, 106. В том самом здании, где находится зал, который известен под названием «Колонный», где обычно проходят крупные заседания всякого рода советов. Там советы по правам человека, или на днях было точнее заседание совета по межнациональным вопросам. Мы об этом говорили в прошлом эфире. Так вот, в этом же здании, соответственно, появится так называемый Дом башкирской яшмы. По словам министра культуры Республики Амины Шафиковой, музей разместят в нескольких экспозиционных залах, в числе которых будут сокровищница Башкортостана с археологическими находками, картинная галерея с произведениями изобразительного искусства, оружейная кладовая с редкими образцами оружия и зал «7 чудес Башкортостана», где будут представлены природные и культурные феномены региона. Также планируют создать зал передвижных выставок для размещения временных экспозиций ведущих музеев России. Звучит масштабно. Центральное место займет яшмовая комната, масштабная инсталляция из камня в технике башкирская мозаика.
а также произведения декоративно-прикладного искусства из яшмы. Проект рассчитан на несколько лет, возможно, даже на десятилетия. Уже сложился коллектив единомышленников, наше Министерство культуры, художники, работающие в технике мозаики. Поделился информацией об этом глава региона Ради Хабиров. Яшмовая комната – помещение порядка 150 квадратных метров, полностью отделанное этим камнем, добавил Хабиров в своей публикации. Значит, как сообщала ранее пресс-служба правительства региона, 19 февраля текущего года на встрече с бизнес-сообществом в Сибае премьер-министр республики Андрей Назаров поручил ответственным органам помочь предпринимателю Джебраилу Семенцову, который занимается производством изделий из яшмы и других минералов, в оформлении земельного участка в короткие сроки. И здесь предприниматель, как мы видим, не из Башкортостана. Дальше цитата. «Есть такие люди, хотят работать, но им что-то мешает. Мы приехали помочь, давайте решим», – сказал тогда Назаров и поручил оформить участок до конца недели. Он также предложил бизнесмену подумать над оформлением яшмовой комнаты в строящемся доме предпринимателя. Ну вот, осталось только музеи открывать. Невольно напрашивается пословица, не будем уж озвучивать, пишет нам Раиса Бережная в чате трансляции. Я понимаю ваши мысли. Вот эти вот музеи, праздники, они пытаются таким образом создать впечатление нормальности, того, что, в принципе, мы живем в нормальное время, в нормальной стране, где все замечательно и никаких нет проблем. Но, опять-таки, это впечатление, мягко говоря, обманчиво, с одной стороны. С другой стороны, большая часть людей, мы с вами прекрасно об этом знаем, обманываться рады. Люди живут своей жизнью обычной, делая вид, что ничего не происходит. И опять же, этот момент, он имеет, по сути, две грани. С одной стороны, людей можно понять, жить в постоянном напряжении и страхе сложно, поэтому хочется как-то адаптироваться к любой ситуации и делать вид, что все нормально. С другой стороны, конечно же, мы понимаем, что это не радует. Люди действительно не только адаптируются к текущим условиям, но и со временем начинают подстраивать вот под эту реальность собственное мировоззрение и мысли, подгоняют, скажем так, под эту реальность. И я вижу из общения с людьми, что даже, еще раз, критически настроенные зачастую люди во многом все больше и больше относятся с пониманием к тому, что произошло в 2022 году и продолжает происходить сейчас. В общем, от того, что кому-то не хочется признавать такого рода реальность, не значит, что этой реальности нет. Голову в песок зарывать бесполезно. Вот что я хочу сказать. Поэтому давайте все-таки стараться быть объективными, в том числе и в этом вопросе, так или иначе. То, что есть люди неравнодушные и не готовые договариваться с этой реальностью, это тоже факт. И мы с вами здесь собираемся недаром. Соответственно, поэтому тоже полностью уж голову пеплом посыпать и отчаиваться, наверное, преждевременно. Итак, далее. Бывший координатор Уфимского штаба Алексея Навального Лилия Чанышева выступила в Организации Объединенных Наций в поддержку узников баймакского дела. Чанышева, я напомню, в результате масштабного обмена политзаключенными 1 августа 2024 года вышла на свободу, сейчас живет в Европе и не очень активно в публичном поле. Однако иногда кое-какие шаги или какие-то публикации от нее появляются, и мы о них, соответственно, говорим. Понятно, что штабы Навального давно ликвидированы, признаны экстремистскими и так далее. И сама Чанышева была в этом обвинена. Вот. Но сейчас речь о другом. Вот давайте посмотрим, что именно произошло. Вообще произошла 58-я сессия Совета ООН по правам человека. Прошла она в Женеве. Как мы знаем, у Организации Объединенных Наций есть не только головной офис в Нью-Йорке, но есть еще и отделения, скажем, в других странах, в частности в Женеве.
Далее цитата. «Я говорю с вами не только как политик, но и как человек, который пережил репрессии и 3 года тюремного заключения», сказала Лилия Чанышева. Выступление шло на английском языке, надо сказать. Сегодня я здесь, чтобы говорить о женщинах, которых нужно спасти прямо сейчас. В числе этих женщин Чанышева назвала Людмилу Разумову, осужденную на 7 лет в колонии за фейки и антивоенные граффити, журналистку канала Росньюз Марию Пономаренко, а также Зарему Мусаеву, мать чеченского оппозиционного активиста, братьев даже, я бы сказал, активистов. За каждую жалобу, которую Людмила Разумова пишет в колонии, ее отправляют в штрафной изолятор, рассказала Чанышева в своем выступлении. Дальше она упомянула судьбу Марии Пономаренко и подробности про Зарему Мусаеву также рассказала. Ну и отдельно выделим ее блог про баймакское дело. Год назад тысячи людей мирно вышли в Баймаке в защиту Фаиля Алсынова, который отстаивал земли коренного народа, рассказала активистка. Росгвардия разогнала протест. Более 80 человек арестовали. 2 из них погибли после пыток. И 30 уже получили сроки от 3,3 лет до 8,5 лет. Остальные ждут приговора. Чанышева отметила, что власти судят этих людей не по месту их жительства и запрещают им вести переписку на родном языке. Их семьи, в которых не менее 165 детей, требуют амнистии, и я, их голос, заявила активистка. Я призываю международное сообщество поддержать это требование, добавила она. В завершении Чанышева потребовала от президента России Путина освободить всех политзаключенных и украинских граждан, а также объявить амнистию участникам баймакского дела. Ну что ж, ладно, что такие события происходят. Переоценивать их значимость и эффективность, наверное, не будем, но в любом случае надо отдать должное организаторам и участникам того, что все-таки на высокой, скажем, международной трибуне такие вещи звучат. Со своей стороны присоединяюсь ко всем этим призывам, безусловно, подписываюсь буквально под каждым словом и беру, как говорится, на себя обязательство продолжать работать в том же духе и освещать все эти вопросы, в том числе, конечно, в наших эфирах. Так, двигаемся, друзья, дальше. И, значит, обратим внимание на события Стерлитамака. Я напомню, там активисты экологического движения Стерлитамак-Дыши, и не только они, надо сказать, довольно-таки активно выступают против строительства нового полигона отходов. И вот депутаты Горсовета из Стерлитамака, не все, понятное дело, а лишь некоторые, предложили активистам движения Стерлитамак-Дыши провести переговоры о судьбе полигона твердых коммунальных отходов. Значит, в городском совете Стерлитамака «Коммерсанту» рассказали, что встреча запланирована на 25 марта, то есть завтра она уже, вероятно, состоится. Активисты должны для этого составить список участников, что, вероятно, они уже сделали. Кроме того, как утверждается, на беседу приглашены представители администрации и Министерства природопользования и экологии Башкортостана. Ожидается, что встреча пройдет в закрытом режиме, то есть трансляций и видеосъемок не будет. Немногим ранее Следственный комитет по Башкортостану возбудил дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» из-за планов разместить в Стерлитамаке этот самый полигон. Однако, как развивается это уголовное дело, развивается ли вообще, мы с вами не знаем, сведений на этот счет не поступало. Против строительства полигона резко выступали жители Стерлитамака. Экоактивисты рассказывали, что за 20 дней они собрали 27 тысяч подписей за отмену строительства полигона в черте города. Жители, опять же, не сидели сложа руки, они трижды обращались с видеороликами к президенту Путину
и требовали остановить проект. Последнее обращение они направили после общественных слушаний 16 января, на которых участники высказались против строительства. Построить вторую очередь полигона твердых бытовых отходов с участком компостирования и производством РДФ брикетов намерена стерлитамакская фирма «Мохит СТР». В сентябре 2023 года компания получила в аренду землю без торгов, о чем ранее сообщалось в СМИ. То есть история началась относительно давно, еще в 2023 году, и вот сейчас она таким образом продолжается. Что на этот счет, кстати, думают высшие республиканские власти? По крайней мере, у меня таких данных свежих нет. Как-то отмалчиваются, по-моему, да? То есть нет в этом смысле их активного участия. Да и никакого нет, судя по всему. Далее. В конце минувшей недели началось очередное контрпродуктивное, на мой взгляд, событие, а именно публичная перепалка, скандал, можно сказать, между представителями медиасообщества Республики Башкортостан. Все началось с того, что издательница медиапроекта «Пруфы» Рауфа Рахимова написала пост с обвинениями в адрес эксперта, антикризисного менеджера, блогера, как она его назвала, Олега Арефьева, который, дескать, ходит на эфиры на «Аспекты», периодически появляясь у нас в качестве эксперта, а вот Пруфы почему-то по надуманным причинам ходить отказывается. И, в общем, как, к сожалению, в последнее время у нее заведено, все в одну кучу намешало, кто на кого работает. И, в общем, все вокруг враги, причем, как выясняется, если следовать, опять же, логике ее текстов, все враги между собой кооперируются, даже если в здравом уме представить себе такую кооперацию невозможно. Ну, то есть, если коротко, в ее понимании Олег Арефьев работает на исполняющего обязанности руководителя администрации Хабирова Азата Бадранова, и тот, значит, запрещает Арефьеву ходить в Пруфы, а, получается, разрешает в «Аспекты». И получается, что «Аспекты» тоже, видимо, как-то работают с Бадрановым, да? Если этой логике следовать. Там, в общем, логикой вообще не пахнет, и логика отсутствует напрочь. Тут же и Мурзагулов, значит, иностранный агент, и все они, якобы вот эти люди, и ваш покорный слуга, разумеется, вместе сговорились для того, чтобы, значит, каким-то образом поливать грязью, я не знаю, там, давить на Пруфы. Разумеется, здесь логика отсутствует, еще раз повторюсь, напрочь. Вот, и печалит меня, как минимум, само по себе вот это желание поиска врагов. Мы тут тоже, конечно же, не белые пушистые, в том смысле, что критикуем конкретно и Рахимову, и ее там журналиста в прошлом Рамиля Рахматова, но критикуем как бы объективно, да, за то, что Рахматов отправляется военнослужащим в места известные, как бы, и имеем право, наверное, за это критиковать. А вот относительно самой Рауфы Рахимовой мы говорим, что по большому счету то, что делает медиапроект, скорее полезно, чем вредно. Другое дело пытаться договориться с режимом, высказывая вот эти ура-патриотические тезисы. На наш взгляд, на мой взгляд, это не совсем правильно. Во-первых, бесполезно, потому что договариваться с ними не вариант. Во-вторых, с точки зрения самой позиции, эта позиция, мягко говоря, не очень правильная. Вот за эти конкретные сказанные в публичном поле слова мы, в общем-то, критикуем. И, наверное, имеем право. Тут можно дискутировать. С ее же стороны поступают обвинения совершенно необоснованные, выдуманные, я не знаю, высосанные из пальца, буквально на ходу состряпанные и придуманные. Кажется, что вот у человека поток сознания включается, вообще ничего не фильтрует, все, что в голову приходит, буквально оказывается напечатанным в виде текста и выдается за чистую монету общественности. И я не знаю, ну просто-напросто удручает, опять-таки, да, если коротко и более или менее цивилизованно это оценивать, то это все удручает. Олег Арефьев, надо сказать, тоже за словом в карман не лезет.
он ответил публично Рауфе Рахимовой, и, мягко говоря, ну, в этом смысле наши позиции с ним совпали. Вот. Она в результате еще один пост опубликовала и продолжила, соответственно, писать странные вещи. Ну вот, например, «Почему-то инсульт родственника вам не помешал», обращаясь к Арефьеву, пишет она, «выступить в эфире берлинской редакции». Вот она подчеркивает, что, значит, я нахожусь не в Уфе. Ну, в общем-то, это и никто не скрывает. Зачем она это подчеркивает? Чтобы поддеть, чтобы задеть, чтобы как-то унизить, что ли? Зачем? Значит, даже одному ученому, который всегда умело преподносил факты, за которые можно хвалить башкирскую власть, а все плохие показатели республики очень талантливо представлял как общую ситуацию в России, даже ему Бадранов запретил приходить к нам. Есть и другие примеры, продолжает Рахимова. Что касается за белых и красных и рекомендаций объединиться с оппозицией, то есть с Русланом Валеевым, то нет, спасибо, пишет она. Опять же, фамилию человека хотя бы правильно пишите, ё-моё. Уж простите, я Валиев, и это известная история. Давайте я тоже буду коверкать вашу фамилию. Значит, мы считаем, что независимые издания должны жить, работать на благо людей и хотим, чтобы аспекты тоже работали на благо нашей общей Родины. То есть, с одной стороны, нет, спасибо, она пишет, да, кооперироваться с аспектами она не хочет. С другой стороны, она хочет, чтобы аспекты работали на благо Родины. Ну а что мы делаем? Мы именно это и делаем. Просто под благом нужно понимать, наверное, разные вещи. Но у нас с ними есть принципиальная разница, продолжает она. Пока они работали на эхе в Уфе, они были под Сидякинским, Мурзагуловским влиянием. Вот это я не знаю. Судиться, что ли, начать с ней уже? Ну вот бред сивой кобылы она несет. Абсолютный бред, который не имеет ничего общего с реальностью. Ну, давайте так. Если воевать, то воевать. Тоже начну заниматься оскорблениями. Мне, как говорится, не жалко. Ладно, в общем, давайте на этом закончим эту тему. Сами понимаете, она, мягко говоря, возмутительная и неприятная. Дальше идем. В Башкортостане рассказали о тренде в крупных компаниях заниматься укрывательством доходов для того, чтобы снижать налоговую базу. Вроде бы ничего нового, но интересно, что об этом рассказали публично, скажем так, с высоких трибун. В Башинформе состоялась пресс-конференция, пишет телеканал ЮТВ, и посвящена она была вопросам рынка труда. Глава Гострудинспекции Республики Татьяна Острелина поделилась негативным трендом, который набирает обороты, оказывается, в крупных компаниях. По словам чиновницы, в последнее время новых сотрудников принуждают к оформлению самозанятости, то есть не берут официально в штат. Это позволяет работодателям уходить от уплаты налогов. Далее цитата. «К сожалению, у нас все больше набирает негативный тренд, когда в очень крупных организациях при трудоустройстве тебе говорят: знаешь, а давай-ка ты регистрируйся как самозанятый. Вот у тебя 5 минут, вот телефон. И только после этого мы с тобой начнем контактировать». Это уход от уплаты налогов таким образом. Это еще один, с нашей точки зрения, очень показательный негативный звоночек, когда нужно даже из цивильных, казалось бы, кабинетов собирать свои вещички и быстренько уходить, сказала Острелина. Опять же, вроде бы ничего нового в этом нет, но признают, знаете ли, на самом высоком уровне, что крупные компании вынуждены идти на такого рода меры. А все почему? Потому что, видимо, налоговое бремя становится непосильным, буквально невыносимым. Ой, спасибо, друзья, за реакцию. Азат пишет: Руслан, не опускайтесь до ее уровня. Окей, принимается, не буду коверкать фамилии. Значит, недалекая Рауфа, пишет Стобабовна. Очень вот неприятно на самом деле даже, да, зачитывать эти комментарии, но, к сожалению, жизнь показывает, что вы правы. Ну, вот как бы не хотелось, да, грубо говоря, эту тему вообще трогать, но вот сами видите, что происходит. Ужас. Ладно, давайте к приятному. В эти выходные произошел уже даже некий культурный феномен.
отрадный феномен на самом деле. Например, в соседнем государстве, в Казахстане, и не только в Казахстане, конечно же, бешеную популярность приобрел музыкальный трек родом из Башкортостана. И вышло огромное количество публикаций в казахстанской прессе, например. «Топите, тюрки» и дальше в таком же духе. Башкирский трек стал хитом за один день и покорил казахстанцев. Дальше давайте я прочитаю буквально несколько строк из сайта Тенгри News. В соцсетях активно вирусится отрывок трека «Хмай», написанный башкирским коллективом «Ай-Йола». Песня стала хитом буквально за день и покорила казахстанцев. Название песни «Хомай» связано с мифической птицей Хамай. Это мифическое существо – женщина-птица из древнего башкирского эпоса «Урал-Батыр», поясняют авторы публикации. Я надеюсь, мы с вами и сами это знаем хорошо. Стоит отметить, в казахской мифологии тоже есть птица Хумай, которая считается символом удачи. Говорят, что Хумай также имеет связь с Умай, древним женским божеством тюрков, которое олицетворяет силу и защиту. Все это придало песне еще большую магию, ведь она резонирует с важными символами и чувствами, близкими многим народам. В общем, если каким-то образом мимо вас эта история прошла, то очень рекомендую, как говорится, загуглить, посмотреть на этих исполнителей, послушать, собственно, композицию. Ну, а фрагмент ее небольшой давайте прямо сейчас оценим в моменте. В общем, действительно впечатляет. Молодцы по уровню исполнения, по качеству. Надо сказать, очень серьезная заявка, скажем, на успех. И этот успех, вот он уже сейчас буквально приходит. Я еще не до конца понял, кто эти ребята. Ну, вроде как известны они в определенных культурных кругах. И, в общем, не с неба свалились, как говорится. Вот, в этом смысле будем смотреть, наблюдать за их успехом, за развитием. Хорошо, что такие вещи возникают. То есть это заявка на успех более широкий, скажем, чем тот успех, к которому привыкли наши исполнители. Зачастую артисты, выступающие на родном языке, они кому известны? Они известны представителям своего только народа. Да, они, бывает, выезжают с гастролями в какие-то другие страны даже, но выступают прежде всего перед сородичами, как говорится. Тут заявочка чуть более масштабная, скажем. Люди узнают о народах, о культурах, в том числе за пределами привычного информационного пузыря. И это, наверное, большая заслуга, которую можно выделить, скажем так, и похвалить за это этот творческий коллектив. Условно говоря, узнать о том, что существуют башкиры, могут те люди, кто об их существовании ничего либо не знал вовсе, либо не знал почти. Я, кстати говоря, регулярно сталкиваюсь с таким, когда рассказываю где-то, даже вот на языковых курсах, что я из Башкортостана на самом деле. Люди либо ничего никогда не слышали, ну это, так скажем, не самые образованные, конечно, люди, но все-таки хотелось бы. Так вот, либо ничего не слышали, либо что-то слышали, но не понимают вообще, где это, где этот Урал вообще, и Уфа тем более. В общем, подобного рода культурные музыкальные проекты способны доносить о том, что существуют страны и народы гораздо более широкому кругу лиц. И вот в этом, наверное, все-таки фишка этой истории. И предлагаю вместе, как говорится, порадоваться и насладиться этим творчеством. Произношение не очень, пишет Стубавовна. Тут согласен. Но девушка по имени Адель, насколько я понимаю, возможно, не идеально владеет родным языком. Заметно, да, у нее там немножечко натужно, наверное, произносятся эти слова. Но в любом случае, давайте уж не будем слишком критично относиться к этому. Понятно же, в общем-то, о чем она поет. Вот. Так что, как говорится, тема любопытная, непривычная, скажем, для наших с вами встреч и эфиров, в принципе, но почему бы ее не отметить? Это действительно любопытная история, очень любопытная.
Попробуем связаться с ними, может быть, даже и договоримся о разговоре про интервью какое-нибудь. Ну, почему бы и нет. Вот. Тем временем многие написали в минувшие выходные, что на жителя Башкортостана напал медведь. Поэтому, друзья, будьте осторожны, особенно те из вас, кто живут в лесной зоне. В Бурзянском районе произошло ЧП с нападением медведя на человека, который отправился в лес за березовым соком. Ну, то есть человек пошел по привычным делам, скажем. Видимо, да, каждую весну он так ходит, и тут вот в конце концов нарвался на медведя. Как сообщили в администрации Бурзянского района, житель деревни Новоусманово в итоге был доставлен в центральную районную больницу и находился по состоянию на вчера в стабильно тяжелом состоянии. В администрации отметили, что в этом году пробуждение медведей от зимней спячки происходит раньше обычного из-за необычно высокой температуры весной. Сложно угадать настроение животного после продолжительной зимней спячки. Сообщили в администрации, и тут нельзя с этим не согласиться. Безусловно, нужно быть крайне осторожными. И видеоролики с выходом медведей, целых семейств медвежьих на проезжую часть, на трассы. Таких роликов все больше и больше становится. Поэтому надо понимать, что риски есть, и нужно их иметь в виду при планировании прогулок, в том числе за березовым соком или по каким бы то ни было другим нуждам, если вы отправляетесь на природу. Вот, друзья, что у нас к этому часу накопилось, мы все, в общем-то, обсудили. Поэтому в завершении я извиняюсь, если вдруг что-то не так, если не все понятно и не везде вам кажутся лично мои доводы обоснованными, например, в спорах в этих, к сожалению, которые имеют место быть, вы спрашивайте, пожалуйста. Надо будет, если подробнее что-то объяснить, разжевать, то нет никаких проблем ответить на любые вопросы касательно этой и любой другой темы. Пишите, комментируйте, так нам будет сподручнее, да, и как-то легче взаимодействовать для того, чтобы не оставалось недомолвок и все было предельно открыто, понятно и честно. Вот. Желаю всем хорошего дня, удачной недели, насколько это возможно в нынешней ситуации. Давайте оставаться вместе, давайте будем рядом, и завтра в привычное время продолжим наше общение. Всем пока, будьте здоровы!